Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Дарить жизнь – одно из основных предназначений женщины на Земле. Сегодня в нашей передаче мы говорим о репродуктивном здоровье девочек-подростков. Подросток – это человеческое существо, приобретшее тело взрослого при сохранении мышления ребенка. Наиважнейшими медико-социальными проблемами подросткового возраста являются сексуальное поведение и вредные привычки, нежеланная беременность, инфекции, передающиеся половым путем. Знаете ли вы, что такое репродуктивное здоровье? По-моему, это здоровье, которое характеризует, что у нас будут в будущем здоровые дети. Это здоровый, значит, должна быть здоровой, я считаю. Это здоровье, которое передается по наследству. Это, когда, наверное, это ЭКО делают. А как сохранить репродуктивное здоровье девочкам-подросткам? Девочкам-подросткам с молодости, уже с детства надо вести здоровый образ жизни, заниматься физзарядкой, больше заниматься спортом. И я думаю, нужно питаться теми продуктами, что без нитратов. Наверное, почаще обращаться в поликлинику и проверяться. Прививки, наверное, делать какие-то. У меня у самой дочери 17 лет. Я ее на своем опыте стараюсь оберечь, одеваться стараюсь. Но все проходят через свои ошибки. Мы ходили, тоже не слушались маму, и они тоже так же. Здоровый образ жизни, что было. Диспансеризацию проходить, здоровый образ жизни вести. А знаете ли вы об инфекциях, передающихся половым путем? Да, естественно. А как их предотвратить? Наверное, не допускать этого, чтобы они были, эти инфекции. И как-то пользоваться чем-то. Инфекция – это значит, не нужно иметь отношения, я думаю, с кем попало, чтобы предотвратить эту инфекцию. Нужно предохраняться. Сейчас пользуются презервативами, реклама очень обширная на телевидении об этом. Знаю какие-то, сейчас не помню. А как их предотвратить? Предохраняться надо презервативами. И иметь одного партнера, чтобы чтобы их не было много. Для того, чтобы узнать, какие факторы влияют на репродуктивное здоровье девочек-подростков, мы идем к специалисту, врачу, акушер-гинекологу Наталье Николаевне Филипповой. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Добрый день. Добрый день, уважаемые телезрители. Наталья Николаевна, что такое репродуктивное здоровье? Репродуктивное здоровье – это полное социальное, физическое и умственное благополучие во всех вопросах, связанных с репродуктивной системой. То есть возможность производить на свет желанных детей. Сама женщина должна решать, когда ей это делать и сколько детей ей иметь. То есть в этой ситуации подразумевается не только репродуктивный возраст, который считается от 15 до 49 лет, но и состояние здоровья самой женщины. Каковы особенности формирования репродуктивной системы у девочек-подростков? Сейчас в России уделяется очень большое значение охране репродуктивного здоровья девочек-подростков. По последним исследованиям, которые проводил Институт гигиены и охраны здоровья детей и подростков, за последние 5 лет увеличилась заболеваемость детей до 14 лет по России в целом почти на 18%. У девочек-подростков в возрасте с 15 до 17 лет до 20%. Почти 75% девочек по достижении совершеннолетия и окончании школы страдают хроническими заболеваниями. Гинекологическая заболеваемость девочек по России в среднем составляет около 13-14%. Что же влияет на состояние здоровья наших девочек? Это прежде всего факторы окружающей среды. То, чем мы дышим, что едим.
То, чем наши дети занимаются вне школы, в школе. Ни для кого не секрет, что в последнее время наши дети очень часто сидят за компьютерами или уткнутся в свои телефоны. Также влияет состояние здоровья наших девочек. Многие из них по достижении 18 лет страдают многими хроническими заболеваниями. В том числе большое влияние на состояние репродуктивного здоровья оказывают такие хронические заболевания, как тонзиллиты, отиты. Таким образом формируется порочный круг. Это больная девочка, больная женщина, больная мать, больной ребенок. Ни одна больная женщина никогда не родит здорового ребенка. При формировании репродуктивной системы проходит несколько этапов. Первый этап – это внутриутробный, где влияние оказывает прежде всего состояние здоровья самой матери и процессы, которые протекают в ее организме во время беременности. Все осложнения, которые возникают во время беременности, так или иначе оказывают влияние на состояние здоровья будущего ребенка. А осложнений беременности очень много. Это угроза невынашивания, различные поздние гистозы, преэклампсия, повышение артериального давления, изменение анализов мочи. Все это ведет прежде всего к нарушению кровообращения в системе матери и плода. Вследствие этого возникает внутриутробная гипоксия, которая ведет впоследствии к различным заболеваниям ребенка. Употребление мамы во время беременности наркотиков или курения тоже оказывает неблагоприятное воздействие на будущее ребенка. Второй этап – это период новорожденности, то есть грудной период, когда ребенок развивается от года до года, с момента рождения до года. В этот период ребенок полностью зависит от мамы. Он получает от мамы прежде всего грудное молоко, которое играет большую роль в формировании его иммунной системы. Но в то же время при грудном вскармливании, особенно в первые месяцы жизни, с молоком мамы поступает большое количество гормонов, прежде всего эстрогенов, которые могут вызывать изменения. Однако после родов в организме мамы происходит выработка большого количества женских половых гормонов, которые попадают через грудное молоко к новорожденной девочке и могут приводить к некоторым изменениям в состоянии ее здоровья. Прежде всего, это нагрубание молочных желез и появление незначительных кровянистых выделений из половых путей. Если все это происходит в первый месяц жизни, все это норма. Но если все это сохраняется более 1 месяца, то маме стоит обратить на это внимание и обратиться за консультацией к врачу-гинекологу. Очень важно, чтобы мамы с первого момента стали понимать, что любые проявления, которые в отклонении состояния здоровья своих девочек, которые они диагностируют до года, нужно обязательно пройти консультацию. Третий период формирования репродуктивной системы, его еще называют нейтральным. Это период с возраста 1 года до 7-8 лет. В этот период девочка, как правило, не испытывает влияния никаких половых гормонов. Ее яичники еще отдыхают. И поэтому происходит прежде всего физическое развитие девочки. В этот период важно прежде всего, чтобы мама привила девочке навыки личной гигиены. Если вначале мама занимается туалетом наружно-половых органов девочки сама, то где-то в возрасте с 2 до 3 лет мама уже должна объяснять девочке, показывать, как эта девочка должна делать сама. Прежде всего привить навыки личной гигиены, то есть это ежедневная смена нательного белья и еженедельная смена постельного белья, чтобы избежать инфицирования наружных половых органов девочки. Так как инфекция, попадая на наружно-половые органы, может вызвать развитие заболеваний у девочки, прежде всего острых вульвитов, вульвовагинитов. Чтобы избежать инфицирования наружных половых органов в этот период, девочка должна иметь свои предметы личной гигиены. Это мочалка и личное полотенце. Так как в этот период
организм девочки характеризуется низкой гормональной насыщенностью, то вследствие этого у нее очень тонкая слизистая наружных половых органов и эпителий кожных покровов наружных половых органов. Поэтому очень часто в этот период у девочки бывает такое заболевание, как синехия наружных половых органов или сращение малых половых губ. Именно мама обычно обнаруживает это заболевание, когда подмывает девочку. Поэтому, если мама обнаружила какие-то изменения в строении наружных половых органов девочки в этот период, то ей обязательно нужно обратиться с девочкой на прием к врачу-акушер-гинекологу. Четвертый этап формирования репродуктивной системы девочки – это препубертатный период. Это период возраста с 8 лет до 12 лет. В этот период у девочки начинают появляться вторичные половые признаки. Это начинают расти молочные железы. Обычно начинает расти сначала одна молочная железа, чаще всего левая. Затем через какой-то период начинает расти другая молочная железа. Появляется оволосение лобка, оволосение в подмышечных областях. Все это говорит о том, что организм девочки начинает взрослеть, и она готовится к наступлению первой менструации, менархии. В этот период девочка прежде всего должна понимать, что в ее организме происходят изменения. И именно мама должна объяснить девочке, что же происходит с ней. Мама должна объяснить, что такое менструация, как себя вести во время менструации. Пятый этап формирования репродуктивной системы – это возраст с 12 до 18 лет. То есть период с наступлением менархии и дальнейшего развития репродуктивной системы девочки. Обычно с наступлением первой менструации начинает формирование ее менструальной функции, то есть частота и количество дней, сколько идет менструация. Нормальная менструация у девочки обычно идет 3-5 дней, максимально до 7 дней. Частота прихода менструации, минимальный цикл 21 день, максимальный до 42 дней. Менструальный цикл считается от первого дня одних менструаций до первого дня следующих менструаций. Именно мама должна научить девочку вести менструальный календарь, который является помощником ей на долгие годы. Именно в менструальном календаре она может заметить нарушения, которые происходят в ее репродуктивной системе. То есть менструации могут приходить часто, менструации могут приходить редко. Количество дней менструации может быть как короткое, так и длинное. И если девочка заметила, что что-то в ее организме происходит не так, то обязательно нужно прийти на прием. Только врач-гинеколог может правильно помочь девочке разобраться с состоянием ее здоровья и назначить правильное лечение. Ни в коем случае нельзя заниматься этим самостоятельно. В этот период очень часто девочку беспокоят боли во время менструации, которые начинаются или перед самими месячными, или бывают в первые 2 дня. Они бывают от неинтенсивных тупых болей до интенсивных, вплоть до рвоты, тошноты и потери сознания. Терпеть эти боли нельзя. Нужно обязательно получить своевременное назначенное лечение. Ни в коем случае не заниматься самолечением. Кроме того, очень часто наши девочки сейчас страдают тем, что менструация у них длится более 7 дней. Если менструация длится более 7 дней, и тем более, если она очень обильная, то не надо ждать, нужно обязательно обращаться за медицинской помощью. Кроме того, в этот период, вследствие того, что начинают полностью работать гормоны, очень часто у девочек бывают боли внизу живота, не связанные с менструальным циклом, которые могут быть из-за появления каких-то опухолевидных образований на яичниках. Для того, чтобы вовремя их диагностировать, при появлении этих острых болей нужно обязательно обращаться на прием к врачу.
А как влияют вредные привычки на репродуктивное здоровье девочек-подростков? Очень часто сейчас девочки хотят казаться взрослее, чем они есть. Поэтому они равняются на взрослых. Очень часто курят, употребляют наркотики, спайсы. Все это очень неблагоприятно сказывается на репродуктивном здоровье наших девочек. Прежде всего, это ведет к нарушению менструальной функции. А вследствие этого, впоследствии, у таких матерей рождаются больные дети, дети с пороками развития. Доказано, что женщины, курившие или курящие во время беременности, употребляющие наркотики или спайсы, чаще, чем обычные женщины, рожают детей с врожденными пороками развития, прежде всего нервной трубки, пороками развития сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата. А к каким осложнениям может привести раннее начало половой жизни? К 18 годам более половины девочек-подростков уже имеют опыт сексуальных отношений. Основные причины начала половой жизни так рано чаще всего это является прежде всего равнение на подруг или желание быть как все. Раннее начало половой жизни, как правило, идет ко многим осложнениям. Прежде всего, это заболевания инфекциями, передающимися половым путем, или к наступлению нежелательной беременности, так как девочки не имеют никаких знаний, как правило, о том, как правильно предохраняться от наступления нежелательной беременности и от инфекций, передающихся половым путем. Так как беременность нежеланная, очень часто девочка принимает решение прервать эту беременность, не задумываясь даже о том, что это приведет к последствиям. Осложнения данной беременности могут быть как ранние, так и поздние. К ранним осложнениям относятся прежде всего это появление острых воспалительных заболеваний, которые очень часто переходят в хронические процессы. А к поздним это прежде всего невынашивание последующих беременностей или даже бесплодию. Насколько важны профилактические осмотры для девочек? Очень важно, чтобы девочки проходили профилактические осмотры. Согласно существующим нормативам, приказу Минздрава Российской Федерации, профилактические осмотры девочки проходят в возрасте 3 лет, 6 лет, 14, 15, 16 и 17 лет. Очень важно, чтобы девочка приходила на этот профилактический осмотр подготовленная. То есть мама дома должна объяснить девочке, для чего нужен этот профосмотр, что на нем выявляют. И должна прежде всего настроить девочку, что проходить эти профилактические осмотры нужно. Девочки, приходя на профосмотр, очень часто стесняются, боятся, потому что не знают, что из себя представляет эта процедура. Поэтому у меня такое большое пожелание к нашим мамам, чтобы дома они девочку готовили к этому, объясняли, что это для их же пользы, для их же блага. Наша передача подошла к концу. В следующей передаче мы продолжим разговор о репродуктивном здоровье подростков и будем говорить о заболеваниях, передающихся половым путем. До свидания. Берегите себя и своих близких.